Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Вот и наступило прекрасное время года. Это лето 2025. Для кого-то это, конечно же, долгожданный период. Ведь несмотря на то, что лето у нас на севере короткое, мы, жители Якутии, стараемся как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Варианты физической активности, конечно же, разнообразны. Это и сплавы, пешие походы, возможно, просто прогулка по лесу. Но сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы поговорим с вами о таком увлекательном занятии, как катание на сапбордах. Что же это такое, в чем плюсы и минусы, узнаем сегодня. И несмотря на то, что многие считают это достаточно скучным и однотипным видом физической активности, сегодня я попробую развеять этот миф, потому что это в первую очередь спорт. Поехали! Знакомьтесь, вот он человек, который сегодня окунет меня в мир сапсерфинга. Это Кристиан. Кристиан, здравствуйте. Здравствуйте. Кристиан является у нас инструктором, да, по сапсерфингу. Ну, расскажи, допустим, о своих увлечениях. На самом деле их очень много. Да, это и пешие походы, и велопрогулки, и сапсерфинг, путешествия. В прошлом году проехал всю страну на автомобиле, и мы от одного океана до другого океана везде катались на сапбордах. И на Байкале были, и так далее. И вот мы недавно решили сделать такую супергруппу ЗОЖ Якутск, которая объединяет все виды активностей в едином сообществе. Можно найти себе единомышленников и по водным видам спорта, и по бегу, и по пешим прогулкам, и так далее. И хотелось бы вот это вот сообщество развивать, чтобы люди находили себе единомышленников. Такое вот у нас некоммерческое сообщество. Здорово. Ну что, дорогие телезрители, запоминаем, вступаем в группу. Ну а давай все-таки вернемся к сапбордингу. Да, как давно ты стал увлекаться этим, из чего вдруг пришла идея вот катания на подобной доске? Это было в 2023 году. Я тогда жил в Москве, и сапсерфинг, он начал тогда активно развиваться, и я попробовал прокатиться впервые на сапборде, и мне очень понравилось. И действительно, когда ты можешь почувствовать вот определенную природу, единение, позагорать на природе, выбраться, это очень классно. Кроме того, сапборды, они очень бюджетные и очень компактные, да, то есть можно взять их, надеть в рюкзак и буквально просто даже чуть ли не на автобусе можно приехать, и с лодкой так не получится, к сожалению. И это очень удобно. Кристиан, ты затронул такую тему, как бюджетный вид отдыха, да? Бюджетность в чем заключается? Вот сколько в среднем стоит эта доска? В среднем, ну, есть различные модели, есть модели, которые могут стоить и 200 тысяч, и 150 тысяч, но в целом, как бы, доску для того, чтобы делать прогулки выходного дня, можно найти около, ну, от 15-20 тысяч можно в этот бюджет уложиться. Ну, то есть, в принципе, один раз купил, и срок использования примерно сколько, если хорошо за ним ухаживать, можно кататься? Ну, хоть и 5, и хоть 10 лет, да, может быть, потому что все зависит от материала, да, материал это ПВХ, поливинилхлорид, да, вот это. Да, то есть есть как бы несколько, здесь, вот эта вот доска, она из нескольких слоев состоит, да, двухслойный поливинилхлорид, и он хорош, да, тем, что здесь два слоя. Есть однослойные, ну, я как бы их не совсем бы рекомендовал, они, конечно, гораздо бюджетнее, да, по стоимости можно и до 10 тысяч найти, но как бы если какая-то коряга будет и так далее, возможно, ну, это может не совсем хорошо закончиться, поэтому лучше берите двухслойные доски и выше, да, то есть как бы на безопасности не стоит экономить. Правильно, золотые слова. А вот расскажи, размеры. Размеры интересуют обязательно, габариты этой доски, потому что многие девушки думают, да как же я ее таскать-то буду, она же огромная, тяжелая, но на самом деле это доступно. И да, для представителей женского пола, да? Конечно, безусловно, да, то есть размеры разные, да, обычные, вообще доски делятся на разные виды, да, то есть есть прогулочные, есть спортивные, есть специальные для йоги, для фитнеса, да, и отличаются они прежде всего длиной и шириной. Если брать универсальные доски, да, то где-то это от 3 метров, да, 3,20, да, до 3,80, да, и вот ширина от 60 до 90, до 100 может быть, да, ну то есть чем она уже, тем она быстрее идет.
да, как бы вот обычно спортивные доски, которые в соревнованиях, когда участвуют, они длинные и узкие. А если, например, йога, то это как раз-таки, ну, должна быть широкая платформа для того, чтобы делать различные асаны. Вот если говорить об этой доске, да, это стандарт. Эта доска Классика жанра, да? универсальная, да, универсальная, 3,2 метра, да, ширина, да, у нее тоже достаточно, в принципе, она называется прогулочная, универсальная доска, в принципе, она двухслойная, и, ну, достаточно качественная фирма. А вот какой максимальный вес может выдерживать? Эта доска может выдержать до 200 килограмм. То есть здесь может поместиться 3 компактных девушки или два таких больших мужчин. Крупных мужчин. Да. Хорошо. Ну а вообще по правилам передвижения на подобных досках максимальное количество человек есть какое-то или не ограничено? Ну, вообще желательно, конечно, что один САП, один человек, да? Один САП, один человек, потому что, ну, платформа, ну, здесь может 2 человека поместиться. Есть специальные доски, где может, ну, они подлиннее, да, и платформа побольше, да, где как раз-таки может быть побольше людей. И, конечно, это безопасность. Обязательно нужно надевать жилеты, потому что сапборды, они относятся к маломерным судам, и нужно вот носить жилет. По законодательству, если без жилета выходить, то может быть штраф, да, от 15 до 20 тысяч. Это с 2021 года так стало. Так, вот об этом, наверное, правильно не знают немногие. Запоминаем, дорогие друзья, на воду выходить на САПах нужно обязательно в жилетах, а иначе будете платить штраф, причем не маленький, от 15 до 20 тысяч, да, вы сказали? Да. Вот так вот. А вот мы уже видим, как люди нарушают, но мы не расскажем никому об этом. Ну, собственно, хорошо. Немножко про составляющие. Ну, понятно, борт, вот следующее вот. Вот эта специальная платформа не скользящая, да, то есть обычно предполагается, что здесь человек может вставать, да, то есть он может встать или сидеть, или на коленках стоять. Вот это вот специальная штучка, да, для того, чтобы крепить грузы, да, то есть это может быть гермосумка, рюкзак, для того, ну, для удобства. И вот эта вот штучка называется страховочный лиш. Да, то есть он нужен для того, чтобы зацепить на ногу. И если вы, например, не дай бог упадете, то вы не потеряете связь с сапбордом. Да, то есть он будет как бы удерживать вас. И сапборд, он, ну, не тонет, да, как бы из-за того, что из-за своего материала. Получается, вот здесь вот есть вот эта вот штучка, это воздух, да, то есть туда мы надуваем, желательно от 10 до 15, ну, от 10 до 15 нужно надуть, да, то есть одна атмосфера должна быть. Вот. Ну, вот как раз-таки про надувание и про сборку САПа мы поговорим прямо сейчас, потому что это действительно отдельная история. Когда вы видите все вот в таком виде, конечно, кажется, что как все мило, просто пришел, сел, да поехал. Но вначале, товарищи, нужно потрудиться. Поэтому приступаем к сборке САПа. Давайте. Так, жилетик все равно уже наденем. А это кого? Да, давай сюда. Итак, изначально все выглядит очень просто и мило, да? Давай покажем рюкзак это, да? Примерно сколько весит он? Ну, килограмм, наверное, 15, может. Да ладно! Может, 20. Сколько? 15-20, наверное. Нет, больше бутыля воды. Ну, вот так вот такая я пошла, значит. Нет, это точно не моя история, я бы так не ходила по городу. Ну, собственно, при желании, вот я, девочка, спокойно погрузила на себя этот рюкзачок. В принципе, комфортно, в принципе, реально. И, значит, пришла я такая на 203 микрорайон, как минимум, да? Тут, наверное, одна из самых лучших локаций, поспокойнее, да? На Кинкиме сразу не надо. Да. Отлично. Ну и вот, значит, рюкзачок. Он идет всегда вместе в продаже с САПом или нужно приобретать отдельно? Ну, обычно это все зависит от модели. Обычно роковские модели, они идут вот... Ну, большинство сапбордов идут в полном комплекте. И весло, и рюкзак, и страховочный лиш, да, все идет. Но если вы хотите как бы доулучшать, можно как бы докупать различные весла там и так далее. Итак, открываем. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Стандартный комплект входит. Так. Одно весло только. Да, одно весло, да, то есть предполагается, что будет у нас один, да, вот водитель. Вот так вот оно соединяется, да, вот берем и вот здесь вот
Так вот. Ну, это просто. Мгм. Справиться может каждый. Потом, если вы едете стоя, да, то здесь можно настроить по своему росту, да, то есть вот здесь вот, видите, Повыше она. Смотрите, Может как быть. открывается. может быть вот так вот. То есть это как раз-таки нужно для того, что если вы стоите, да, для того, чтобы в зависимости от вашего роста до воды дотягиваться. А вот, допустим, если я стою, то у меня как вот этого высоты этой достаточно будет? А какой у вас рост? 158. 158. Вот видите, отсюда начинается 165. Ну тогда вообще нужно как бы минимально сделать. Да, то есть Вот. для людей невысокого роста вот можно даже не открывать, не заморачивайтесь. Вот как есть весло, так и есть. Туда ничего не надо вытягивать. Хорошо, весло есть дальше. Так, хорошо. Давайте дальше посмотрим, что у нас есть в комплекте. Ну, собственно, наш сам сабборд. Помогу. Так. Оп. Он идентичен тому, один в один Да. же, да? Один в один. Так. Но он новый, не использованный. Да, заметно, заметно, заметно. Итак, значит, дальше что? Ну, конечно, надо его надуть. Вот здесь начинается все самое увлекательное, да? Да, Надувать Сейчас. будем, насосом. логично, но будем ручками придется поработать сейчас, да? Да. Вот так вот выглядит насос. И попробуем. Вот сюда мы вставляем. Желательно здесь вот нажать, для того, чтобы воздух не выходил. Так. Ну, а дальше все как? Ну, тут вариантов мало, да? И поехали, да? Да. Ну, пока что это легко. Сколько примерно может занять времени накачивание сапа? Ну, я вот не знаю, вы просто на опережение мне уже скажите, сколько мне мучиться здесь. Все зависит от физических способностей дыхалки, Мгм. но обычно от 5 до 15 минут. Ну, можно, конечно, и быстрее, если прям... Так, здесь какие-то показатели, что это значит? Да, то есть вот это вот одна атмосфера, да, то есть нужно как раз-таки... Вот. Ну, здесь 0 пока атмосфер. Да. Нам надо до... Нам нужно до единички, ну вообще от 10 до 15, да, считается. Ага. Так, ну что? Здесь хочется спеть. Это увлекательный был аттракцион. Варианты другие есть какие-нибудь? Ускорить этот процесс? Можно надуть специальным устройством, да, которое используется. Оно значительно упрощает надувание сап. Ну, вот Можно потихонечку. подключить его к автомобилю, либо он может быть с обычной аккумуляторной зарядкой. Стоит недорого, кстати, специальный насос, около 2000, от 1500 до 2000. Ну, наверное, если не хочешь вот так каждый раз напрягаться, уж лучше такой купить Да. насос, да? Ну, мы... Ну, это хорошая разминка перед поездкой, да, Да, то есть да, нужно да. как бы размяться, и если... разминаемся. Да. Мы не ищем легких путей, как так сказать, да, поэтому сквозь тернии к звездам, а потом будем отдыхать. А сейчас надо поработать немножко. Мгм. Если говорить все-таки про технику, сидя на коленях или стоя нужно кататься на сапах, или все эти варианты приемлемы? Все зависит от уровня подготовки, да, то есть вообще, если вы только начинаете, то лучше начинать с позиции на коленях или сидя, да, потому что вы так лучше будете держать баланс. На коленях или сидя? Да, если стоя, да, то, соответственно, может быть достаточно первые разы опасно в плане того, что можно упасть в воду, да, можно упасть в воду. Поэтому, думаю, мы попробуем как бы с позиции на коленях начать или сидя. Мгм. Ну а вообще, вот если опять же говорить о мифах, да, многие считают, что это отдых для ленивых. Ну сел и сидишь, ничего с тобой не происходит. Ну, слегка гребешь, ну и гребешь. Ничего тут тоже особо тяжелого нет. Но на самом деле... Ну, на самом деле, это очень такой спорт, где задействуются почти все группы мышц, да, для того, чтобы, доплыть от одной точки, особенно против течения, да, нужно как бы, и в зависимости от вашей позиции включаются разные мышцы, да, если вы сидите на коленях или стоя. Мы, например, так недавно в мае проплыли с Табаги до 203-го, 32 километра.
32 километра. Сколько по времени занимает? Мы выплыли в 1:30 и здесь уже были в 6:30. Это с учетом того, что мы 4 раза останавливались и собирали лук, делали пикник. То есть достаточно такое интересное, да, было времяпровождение. Тем временем, дорогие друзья, могу сказать, что забились руки, забилась поясница. Мы еще даже не накачали, я так понимаю, и половины. Как был нолик, так остался нолик. Работаем дальше. Ну, чувствуется, что как бы в доске уже есть воздух. Ну да, визуально видно, что что-то происходит, но пока эффект не максимальный, да? Тем временем 5 минут уже прошло, но мы не отчаиваемся, работаем дальше. Ну а вообще, действительно, вот, Кристиан, вы же рассказали о том, как вы поехали путешествовать по России, да? Забросил ты САП в машину, вышел, да, на одном водном пространстве, прокатился на другой, да, озеро заехал, по речке покатался, да, и, собственно, почему бы и нет, да? И так, это ж не просто на машине катишься и катишься, да? Здесь все-таки поработать надо. А были ли на твоем опыте какие-нибудь интересные истории, может быть, забавные, может быть, экстремальные? С абордами? Да. Ну, такие интересные истории были во Владивостоке, когда это первая точка, да, куда мы приехали, да, и мы попали в день, когда были достаточно такие сильные волны, да, то есть и мы, ну, почувствовали, да, вот это, то, что нужно ловить баланс, да, пару раз чуть не упали, и так как бы доплыли до, ну, различных скал, островов, как бы лучше не выбирать мыса Бизина, если там сильные волны, и смотреть прогноз погоды, потому что от волн можно действительно перевернуться, если, ну, нет такой хорошей подготовки, да, физической. И, ну, и даже человек с хорошей физической подготовкой может упасть в воду, поэтому как бы нужно смотреть на погоду. Выбирать желательно такие водоемы, да, где нет сильных волн. А из таких хороших воспоминаний это Байкал, да, то есть на Байкале мы были в Кабанском районе, вода была очень теплая, да, несмотря на то, что говорят, что Байкал был холодный, и мы прокатились, да, и позагорали прямо на Байкале. Кристиан, а нужна ли какая-то документация, может, какие-то подтверждающие документы, может быть, разрешение, может быть, я не знаю, какой-нибудь сертификат для того, чтобы вот спокойно кататься на САПах, ну, в любом регионе Российской Федерации? Ну, никаких документов, согласно законодательству нашей страны, не требуется, да, то есть, ну, достаточно, как бы, можно иметь паспорт на сабборд, да, с документами, которые вы приобретали. Это так же, как на велосипеды, да? Да. То есть, ну, чтобы доказать, что вы его не украли там и так далее. Ну, а так никаких разрешительных документов не требуется для, хотя и относятся, да, к категории маломерных судов. Никакой экзамен не нужно сдавать. Экзамен нужно сдать, если вы управляете мотором свыше 10 кубов, да, свыше 10 кубов нужно сдать специальный экзамен на разрешение в ГИМС. Тем временем прошло уже 10 минут. Ситуация на этом циферблате не изменилась еще. Вот здесь как будто бы все готово, а здесь показывает то, что еще надо. Ну, Кристиан смотрит так, улыбается. Я могу вас заменить, если что. Давайте. А я пока постою теперь на вас посмотрю. Ну вот, шустрее у вас это получается. Итак, с помощью Кристиана мы надули наш САП. Судно готово. Правильно? Это же судно. Да. Судно готово. И теперь расскажи, пожалуйста, как перемещать САП. Потому что я видела разные вариации. Кто-то тащит его по земле, кто-то несет его на голове, кто-то под мышку. Ну а вообще, наверное, есть какие-то правила и какое-то стандартное перемещение САПа? Здесь есть специальная ручка, да. Вот этой ручкой, да, вы берете и перемещаете вот таким вот образом. Берете, и уже у вас САП есть. Главное, на землю не класть, потому что здесь есть плавники, да. Как бы обычно 3 плавника бывает.
и один такой выпирающий. Можно его сломать, если резко на землю положить, не сидеть на нем, по земле не волочить. Да? То есть это как бы очень важно. Ну что, пойдем к воде. Так. Кстати, нам сегодня повезло с погодой, да? Да, и погружать лучше его вот так вот, да, то есть плавниками вперед, потому что, чтобы не сломать об землю. И вот давайте мы закрепим, да, вот. Так, ну давай для начала поговорим вообще о том, основные ошибки. Вот мы всегда в рамках проекта «Испытан на себе» испытываем различные виды спорта, там косметологические процедуры, профессии какие-то, да. Но вот все, что касается спорта, я всегда задаю один вопрос. Какие главные ошибки нарушают ребята, которые впервые хотят прокатиться на САПах? Что это? Ну, одна из самых главных ошибок – это отсутствие жилета, да, то есть обычно ребята думают, да, ничего страшного, как бы, но это как бы очень важная вещь, да, жилет, потому что он вас спасет, если вы упадете в воду. Также из таких ошибок, да, это, ну, недостаточно надувает САП, он недостаточно прочный, да, и это тоже может привести к определенным последствиям в виде устойчивости САПа, маневренности и так далее. Также это из таких еще ошибок, это то, что ломают плавники, да, тем, что подходит слишком близко к мели, да, и так далее. Это тоже может вылиться в виде последствий, что вам надо новый плавник покупать, ну и так далее. Также из ошибок, ну, это страховочный лишний все крепят. Это тоже очень важный элемент, который может вас тоже спасти. Да? То есть это не просто вещь, да? Вы его берете и закрепляете об свою ногу. Вот. Ну, мы, это собственно, ничего не нарушаем, делаем все правильно, плавники целые. Сейчас все прикрепим, закрепим, мы в спас-жилетах, поэтому мы все делаем так, как положено. Итак, а куда мне надо размещаться на досточке? Вот на вот этой вот поверхности, да, вот это специальная платформа. Перед ручкой? Это перед, да, это зад. Но мы спускаем задом, потому что там находятся плавники. То есть я сажусь вот сюда. Пока, проще будет пока что так сесть или на коленях проще? Ну, можно сесть на колени, да, если удобнее. Вообще, некоторые садятся просто... Так, ну тогда это на правую или на левую надо? Как вам удобнее? Давайте лучше на правую. Так. Закрепляем. Оно плотно должно быть, да? Да. Так, и дальше что? Перемещаемся. Так, перемещаемся. На доску. Дальше. Мамочки. Берем весло, не забываем. Сейчас я вам подам весло. Я уже практически отошла от берега. Это так кажется, что легко держать баланс. На самом деле, вот я уже туда-сюда делаю. Держите меня! Так, хорошо. Основные правила передвижения на САПе какие? Вау! Так, сейчас я возьму сабборд. Мамочки, стоять. Все, я зафиксировался. Вот меня уже вот так вот делает. Да, это нормально, да? То, что меня в разные стороны. Есть волны, да, как бы это нормальное явление. Присели. Да, мы садимся, да, то есть как удобнее. И, соответственно, можем потихоньку начать отплывать. Да, то есть какие есть правила, да, то есть вы весло должны держать таким образом, ну, если вы сидя находитесь, максимально вот это можно снизить. У вас вот эта вот часть, вы ей загребаете, да, вот этой вот частью, вот эта вот часть. То есть должно идти за... И вот эта вот рукоятка, вы ее вот таким образом обхватываете. Вот видите, чтобы было удобнее. Вот так вот. И обычно два грибка в левую сторону, два грибка в правую сторону. И это достаточно для того, чтобы был определенный, вы держали определенный курс вперед. Если вы хотите повернуть ту или иную сторону, да, то есть вы делаете больше грибков, да, в противоположную сторону от поворота. Кристиан, а какова вероятность вообще, то, что он может перевернуться? Ну, если я сижу или на коленях, вероятность мала, наверное, да? Да, вероятность ниже, ниже, но при этом ее тоже не стоит исключать. Да. Ну и, конечно, да, соответственно, важно, да, держать баланс. Ну, а здесь-то что уже?
хоть что делаешь здесь, мне кажется. Или это я сейчас зря сказала, да? Сейчас 5 минут, и Дарья в воде окажется. Так, ну, собственно, два справа, 2 слева. Держим весло так, да? Да. Прокатимся? Все правильно, да. Прокатимся, Да, покажем. можем попробовать Только вы прокатиться. далеко не уходите от меня. Хорошо. Теперь я понимаю, почему многие девушки так любят катание на сапах. Ну а что, сел, можно полежать, одновременно и загораешь, и отдыхаешь, ну и чуть-чуть и спортом занимаешься. Поэтому плюсы катания на сапах пока для меня их больше. Так, приплыли, все. Ходим, погнали? Хорошо. Чуть-чуть, да? Прокатимся? Мгм. Так, можно, да, вот так вот. Ну вы тогда как профессиональный, наверное, собой. Вам, наверное, так скучно будет со мной, да? Да нет, нормально, нормально. Ой, не в ту сторону. Раз, два. Обычно вот 2 грибка и вот здесь вот. А самые популярные сейчас локации, где катаются на сапах, это, ну, 203, да? 203, также это Кетеме. Одна из таких локаций, где мы недавно были, это озеро Усюн-Эбе около Кангаласа, ну, около Капитоновки, около Кангаласа. Угу. И ну, там действительно очень красиво. Также можно сплавляться и на Ботуме, и на многих различных горных речках, да, Кенкеме, Кетеме. И ну, это действительно классно. Ой, врезались. Опа. А вот когда врезаешься на сапах, это безопасно или небезопасно? Небезопасно, конечно. Лучше этого не делать, Да, да? лучше этого не делать, потому что ну, можно равновесие потерять, да, кто-то может испугаться, ну и, соответственно, опасно. Так, ну что, давайте поделимся эмоциями, дорогие друзья. Ну, действительно, если до этого я думала, что это достаточно скучное времяпрепровождение, на самом деле вот если с кем-то в паре, вот так, да, сидишь, разговариваешь, прекрасная погода, отдыхаешь одновременно физической активностью ты занимаешься, потому что группы мышц работают, товарищи, это не миф, все здесь работает. Ну и, конечно, если хочешь усложнить себе, да, историю, едь на другие локации, да, и там будет совершенно все по-другому, да. Ну вот давай поговорим о самых популярных локациях для сапбордистов у нас, ну, вблизи города Якутска. Самые популярные вблизи около Якутска, ну это, конечно, 203, 202, да, можно сплавиться, ну, против течения можно пойти в сторону Зеленого луга, но обычно очень хорошо идти либо с Табаги, либо с Хатасов до 203 по течению. Мы, например, в мае этого года уже так сплавлялись и с Табаги, и с Хатас. Также интересная локация — это Усюн-Эбе около Капитоновки, там можно пойти прямо вдоль сопок, мы там видели даже настоящих стерхов. И еще из локаций это речки Кенкеме, Кетеме, по Ботуме можно сплавиться, да, все как бы зависит от ваших возможностей, да, как бы, ну, по транспортировке, да, по транспортировке, конечно, нужен транспорт. И, конечно, из таких нюансов это комары и различные москиты, да, для того, чтобы, ну, поездка была удобная, да, лучше взять сетку Павловского, который... Очень удобная вещь, кстати, да. Повесил и сидишь как да, в домике. Да, в домике, и никто тебя не тревожит. Ну что, теперь давай все-таки попробуем следующий уровень сложности, потому что я видела, что не все могут стоять на коленях, да? Да. Это уже начало сложного процесса, да? Так, что мы в этом случае делаем? Для того, чтобы встать на колени, да, достаточно просто... Встать на колени. Да, то есть вот таким вот образом сделать, и можно, если сложно, да, вот руками, да, опереться и вот так вот. И начать плыть. Так, в таком положении прокатиться, да? Да. Чуть-чуть давай туда тоже и обратно. Опа. Все, приплыли. Да. Ну что,
сказать, действительно, это физически посложнее. Как сказал мой инструктор, ноги забиваются, ножки немножко устали. Но, собственно, увлечение это, как говорится, любишь кататься, люби саночки возить, правильно? Да. Поэтому здесь все в совокупе. И последний вариант, это, Стоя. думаете, осилю? Ну, можете попробовать. Ну, на мели, да, наверное? Да, лучше на мели, конечно, это сделать, как бы. А то передача закончится раньше времени. Попробовать поймать баланс. Если Так. что, я могу попридержать вас. Давай. Ну, а вообще что нужно сделать? Подожди. Сейчас. Ну, когда пробуете вставать, обычно, да, лучше это сделать, когда кто-то придерживает. Тоже попробуем встать. Можно, дайте ручку. Так. И вот так вот, одна ножка, вторая ножка. Посередке желательно встать. Ага. Вот шоу начинается. Ноги вместе или раздельно? Или на ширине плеч? На ширине плеч лучше, чтобы баланс был. Ничего себе! Как она шевелится! Да, конечно. Так. И надо взять весло. Так. Так, подожди-ка. Меня как будто бы судорога сводит. Или что ли? От страха, видать, судорога Может начала быть. сводить, да? Так. Пока надо постоять уверенно, да? Да. Так, меня разворачивает. Держите меня. Назад. Хорошо. Пока я хочу прочувствовать ее. Ну, реально сводит судорога. Это от страха или от воды? Может быть, да. Или это психосоматика, видимо, у меня. Так. Сейчас, подождите. О, она сама по себе живет своей жизнью, доска и я. Подождите. Так. Резких движений делать нельзя, да? Да. Так. Почувствуйте себя гондольером. из Венеции. Уже чувствую. Именно им и чувствую. Наклоняться нельзя? Можно, но желательно, конечно, равновесие не терять. Нет, подождите-ка, у меня, знаете, самое интересное, что сводить судорогу стало и на второй ноге. Почему? Это от страха Да, наверное, да. или от напряжения? Может быть от напряжения или от страха, потому что здесь задействуются все мышцы, когда вы баланс ловите. Да, действительно, ребят, судорога сводить начала на правой ноге, потом стала на левой ноге. Но ничего, сейчас справимся, потому что я хочу все-таки попробовать свободно кататься стоя. Но пока судорога не позволяет мне этого сделать. Кристиан, спасибо большое за такое интересное путешествие. Мы благодарим тебя, желаем тебе попутного ветра, хорошей погоды, прекрасных единомышленников. Ну и, конечно, чтобы лето у нас все-таки в Якутии продлилось как можно дольше, потому что тебе есть чем заняться, я понимаю. Да, конечно. Спасибо вам большое, да, за то, что пришли в гости. Хотелось бы, чтобы больше людей занималось сапсерфингом. Спасибо, Кристиан. Ну а мы, дорогие друзья, не перестаем убеждаться в том, что активный образ жизни – это, конечно же, в первую очередь, это эмоции, во вторую очередь, это же, конечно, здоровье. Поэтому не упускайте возможность попробовать разные виды активностей в нашей республике. Один из них – это сапсерфинг. До новых встреч, всего доброго, пока-пока! Испытано на себе.